В эфире БСТ, передача интервью, студии Тимур Давлетов. Здравствуйте. Итак, в России началась неделя безопасности. О ней и не только нам расскажет гость нашей сегодняшней студии. Это Марс Ахмедзянов, заместитель начальника госавтоинспекции города Уфы. Он у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Товарищ майор, расскажите про эту неделю безопасности. Я так понимаю, что раз она всероссийская, то проходит она и, соответственно, по всей России. Да, действительно, с 15 по 21 сентября проходит у нас мероприятие, направленное на безопасность дорожного движения. По этому мероприятию мы проводим и профилактику не только на дороге, но и в общеобразовательных учреждениях, то есть в школах, вузах. Привлекаем родительские патрули, юных инспекторов дорожного движения, а также средства массовой информации. Направлено на снижение аварийности. Насколько, по вашему мнению, вообще актуально проводить такого рода мероприятия? Мероприятия необходимы в связи с тем, что самая основная задача нас предупредить, провести практические мероприятия для дальнейшего недопущения водителями и участниками дорожного движения. Лишний раз рассказать про те же самые правила дорожного движения, наверняка, как пешеходам, так и водителям, так и будущим водителям, наверняка, да? Совершенно правильно. Угу. Скажите, то, что афишируется в социальных сетях о том, что так или иначе где-то проводятся какие-то рейды, бывает такое, крупные наши телеграм-каналы выкладывают, это вам в плюс идет или наоборот в минус как-то? Да, для нас это плюс. Наша задача основная не привлекать, наша основная задача работа на опережение, профилактика. Доводим до всего города о том, что на данной дороге, на данном участке проводятся рейдовые мероприятия, практически рейды, они помогают нам во многом. То есть водитель уже заблаговременно, зная, что на том или ином участке проводится какая-то операция, допустим, автобус или такси, то он как-то постарается объехать этот участок или наоборот, он будет знать, что такие рейды проводятся, значит, так или иначе он будет пойман, так скажем, и наказан, да, и постарается не нарушать? Водитель об этом будет знать, и в будущем он будет не нарушать, зная о том, что по городу постоянно проводятся мероприятия. Поэтому профилактика нужна, безусловно. Она необходима. Акция «Не гоняй, Малай». По-моему, так не рули, Малай. Да? Не рули, Малай. Да, не рули, Малай. Что это за акция уже? Основное направление это у нас связано несовершеннолетние, которые управляют питбайками, мотоциклами, скутерами. Симами. Зачастую питбайк, он же предназначен как является спортинвентарь, а они начинают передвигаться по дорогам общего пользования и подвергаются жизни опасности. Я так понимаю, акция эта «Не рули, Малай» началась только в этом году, да? Да, совершенно правильно. Потому что в том году основной упор был все-таки на Симы. Вроде с Симами сейчас более-менее разобрались. Бич этого года это питбайки. В связи с чем это так связано, как думаете? Симы, вопрос в том, что с многими каршеринговыми организациями мы совещались, обсудили о том, что на определенных участках дороги, в парках, перекрестках они будут снижать скорость, возле учебных заведений снижают скорость. В связи с тем, что очень много травматичных случаев. Очень много травматичных ситуаций было, да. Но сейчас мы вышли к тому, что у нас проблема с мотобайками, с мотоциклами. В связи с тем, что родители покупают детям, не задумываясь о том, какие могут быть последствия. Это самое страшное, по-моему, то, что родители сам покупают питбайк, инструмент, не дай бог, конечно, да, для самоубийства, для своего ребенка. Как до родителя довести, что не стоит покупать питбайк? И потому что дети, они выезжают на дороге общего пользования. Одно дело, если бы они занимались где-то на специализированных, наверное, площадках, да? Питбайк для этого и предназначен. Родители зачастую думают, что они делают лучше. Дети просят, они думают, им сделали подарок. Дети счастливы, довольны, катаются. Но они сами же детей
подвергает, ну, как правильно сказать, подвергает их жизнеопасностям. Ну, понятное дело, родитель покупает питбайк своему чаду и там говорит, ты там на дорогу не выезжай, езди, вот, грубо говоря, вот тут, там, ну, грубо говоря, за городом, там, где нету дорог общего пользования. Ребенок, конечно же, наверняка говорит, да, буду, а сам, ну, прямиком и на дорогу. Да, они пару раз проехали по полю, им захотелось уже в город показать друзьям, прокатиться. Они себя чувствуют как бы уверенными на дороге, хотя есть большие риски и попасть на перекрестки в ДТП. Ну, правильно, большинство же детей несовершеннолетние, они и правила дорожного движения, там, может быть, какие-то основы-то знают, но не соблюдают, да, вот громкий случай очень был в Демском районе. Там, к сожалению, подросток погиб. Это единичный, да, на сегодня? На сегодня, да. Это единичный. Следствие продолжается по данному дорожно-транспортного происшествия. Ситуация такая, что ребенок выскочил. На дорогу общего пользования. И, насколько я знаю, там не уступил помеха справа, да? Совершенно правильно. К сожалению, скончался на место. А вообще, много ли травм получили дети вот у нас с начала сезона? Есть ли такая статистика? На сегодня у нас по детям вообще произошло у нас 109 ДТП, в котором пострадало 120 детей. Ну, это достаточно много. Количество. Это достаточно много. В этом году цифра как выросла по сравнению с прошлым? Стабильно. Стабильно. Аналогично с прошлым годом. Единственный рост вот по погибшему ребенку есть. А вот что касаемо специализированных магазинов, вот где продаются те же самые питбайки, я так понимаю, продавцов никак не привлечь к ответственности, да? Да, действительно, они должны продавать совершеннолетним. Сотрудники госавтоинспекции выезжали на локации, где продают данные питбайки. Где продавали питбайки несовершеннолетним? Нет, вообще просто где продавали и проводили беседу, уточняли, обсуждали эти данные вопросы. Продавцы магазина утверждают, что они детям не продают. Ну, понятно. Мы лично тоже со съемочной группой ездили в крупные центры. Ну, понятное дело, что они, с одной стороны, вроде как и репутацию не хотят терять свою, да, но с другой стороны мы спрашивали, а вы предупреждаете родителей, то, что ваш ребенок может, не дай бог, разбиться и травмироваться, или еще, не дай бог, вообще умереть? Ну, говорит, это наша прибыль, как бы. Ну, родители приходят, родители покупают, и в этом году спрос на них кратно прям вырос. Это вот прям вот, как вот это объяснить? Как объяснить? Люди продают, люди покупают. Дальше, майор, а у вас дети есть? 3 детей. 3 детей. Взрослые? Старшему 16 лет. А просил у вас питбайк? Нет, не просил. Ну, сейчас же модно, все вот гоняют. Неинтересно. Неинтересно. Ну, это, наверное, к лучшему. Ну, к лучшему, конечно. Так бы я и не согласился на покупку. Это же сам каждый день это вижу. А вот свою молодость можете вспомнить? Вот у меня, честно говоря, да, тоже был мотоцикл Минск в деревне. Но как-то мы все-таки аккуратненько как-то по деревне, вот, знаете, ездили, и не было никаких таких происшествий. А вот прям вот именно в этом году столько прям аварий именно. Потому что именно выезжают на дороги общего пользования. С давних времен у нас все равно проводилось практически мероприятие мотоцикл. Помню, и в своем детстве проводилось. Работали сотрудники госавтоинспекции в данном направлении. Ну, может быть, возможности не было приобрести. Да. Я в свое время помню, очень боялись не того, что мама там поругает, а того, что госавтоинспектор, когда остановит бронепровод, оторвет и выкинет, и потом уже придет мотоцикл в непригодность. Были на стоянке на улице Шот-Руставели, там вот, ну, прям вот как кладбище питбайков, очень много, большое количество и питбайков, и другой мототехники. Что они там делают? Изымаем, оформляем, привлекаем, изымаем, помещаем на штрафную стоянку специализированную. И потом привлекаем уже
родителей. К ответственности. Да. Кстати, какая ответственность для родителей грозит, если их ребенка поймают на дороге общего пользования на питбайке? Их привлекает за неисполнение родительских прав, 5.35 статья. Там штраф небольшой, но вероятный случай, что семью, либо как минимум ребенка поставить на учет еще Ага. специализированный. А штраф небольшой сколько? 500 рублей? От 500 рублей. 500 рублей. От 500, да. Комиссия выносит, это административная. Так родители, наверное, штрафы платят, питбайк забирают и назад отдают своему ребенку. Ну, да? что-то поставит и на всю жизнь. Это же пятно будет на всю жизнь. Мгм. Когда будет устраиваться на определенную работу, будет приносить справку, Мгм. а там будет указано, что ребенок стоял на учете, Мгм. когда он уже будет взрослый. Мгм. Жизнь испорчена будет. Мгм. А вы в самом начале диалога говорили о том, что сотрудники госавтоинспекции ходят тоже по школам и проводят разъяснительные беседы со школьниками о том, что не стоит выезжать на дороге общего пользования, о том, что не стоит ездить на питбайках. Результаты наверняка есть какие-то. Ну, результаты профилактика, она Мгм. дает о себе. Знаете, рост вверх не пошел же, Мгм. Мгм. значит, профилактика работает. Мгм. Отлично. А вот в случае с трагедиями на ком больше ответственности? Как вы думаете, на детях или все-таки на родителях? Это в первую очередь на родителей. Ответственность на родителей. Родители должны подумать, прежде чем покупать. Родители должны задуматься об этом, какие последствия. Ну, не зря мы и ролики выкладываем во всех Мгм. социальных сетях, и передачи показывают, как это все опасно. Ради чего они рискуют жизнью своих детей, мы даже понять не можем. Мгм. Товарищ Марьев, вот если вас попросить ответить не как сотрудник госавтоинспекции, а вот как просто обыватель, как просто человек, гражданин, на ваш взгляд, стоит ли ужесточать вот эти штрафные санкции для родителей? Ну вот кто вот все-таки приобрел там питбайк, чтобы штрафовали их, ну, возможно, не на 500 рублей, там, а на 500 тысяч, тогда бы родители бы наверняка начали бы задумываться. Как думаете? Родители в первую очередь не о штрафах должны задуматься, а о жизни и о здоровье своего ребенка. Ну что ж, товарищ Майер, спасибо большое, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Я напомню, что у нас в гостях был Марс Ахмедянов, это заместитель начальника госавтоинспекции города Уфы. Я с вами прощаюсь, но вы не переключайтесь и оставайтесь на телеканале БСТ.